В конце 80-х Руслан Джопуа, Валерий Кураскуа и Тимур Кучуберия создали небольшую кинокомпанию «Атана». При поддержке фонда Сороса приобрели камеру и другую телевизионную технику, сделали первые съемки. Как вдруг раздался звонок, и Руслана Джопуа попросили помочь организовать визит делегации из Южной Кореи в Абхазию. Есть такой депутат, зам Госдумы России Отар Ионович Аршба, Тенго, как мы его называем. Он тогда в КГБ работал, и, значит, как-то он звонит мне и говорит, есть какая-то фирма из Южной Кореи, крупнейшая фирма, которая занимается производством йогуртов, женской косметики и прочее. Они хотят ролик снять про абхазских долгожителей, потому что вот они, мол, йогурты едят и поэтому долго живут. Значит, я сказал, мы сможем им все устроить. И он сказал, тогда встречаться с интуристом. Я с одним подполковником КГБ, который в интуристе работал, встретились. В общем, обо всем договорились. И сначала южнокорейцы прислали сюда команду из 4 человек. Режиссер был главный, с которым мы очень сдружились. Ну, творческие люди, они везде творческие люди. Первый визит был недолгим. Режиссер и еще несколько человек приехали подобрать локации. Их поселили на спортивной базе в Эшере и устроили турне по селам в поисках нужного для съемок двора. Такой двор нашелся в селе Дурипш. Мы ездили по Дурипшу, да, они уже спали, это днем было, потому что, алкоголь и все такое. Вот. Им страшно понравилось здесь. А я единственный трезвый был, потому что я за рулем. И проезжая, я увидел один двор, забыл фамилию, это Слава Саканя, который нам очень сильно помогал. Мы выбрали двор, я и вот этот Цольхан, который главный режиссер был, ему очень понравилось, и говорит, да, это подходит. Там несколько фотографий сделали и уехали. Мы их проводили, и они сказали, что через дней 25-30 они прилетят уже большой бригадой съемочной. Слава Саканя успел договориться с хозяевами, что мы зайдем во двор там. Они хотели, чтобы свадьба была. Значит, к свадьбе я своего дядю покойного Квасту Чингелия попросил, чтобы хор долгожителей был там. Мы наняли еще гудаутский ансамбль там, в общем. Бычка купил Слава, да, там, в общем, свадьбу сделали. Второй визит был дольше и масштабнее. Абхазия была неизвестным, новым для корейцев направлением, и знакомиться с республикой приехала не только съемочная группа. Мы так поняли, что они прилетели с целой группой неизвестных лиц, среди которых, наверное, были и свои там спецслужбисты, были представители строительных фирм, полетел сам президент этой фирмы Ханкук Якулт, которая производит, да, вот эти все дела. Мы с ним тоже сдружились, и с ними прилетел очень интересный человек, профессор Ю, такой очень авторитетный, один из лучших специалистов в Южной Корее по проблемам питания. И они очень интересовались, как едят долгожители. В общем, это была огромная работа, и благодаря Славе Сакане, Лике и Асе Квартеле мы успевали все делать. Асида Кварчелия в 1991 году преподавала английский язык в Абхазском госуниверситете. Друзья попросили ее поработать переводчиком у корейской группы. Режиссер уговорил сняться в одном из вариантов ролика, убедив, что эта версия запасная. Они отсняли очень много материала, но в итоге, как мне объяснил режиссер, он говорит, у нас будет один финальный вариант. Я смотрю сейчас уже в интернете, все 3 варианта, да, получается. Первый – это традиционная абхазская свадьба, танцы, застолья. Они показали, как приводят невесту в дом жениха. И в конце, реклама йогурта. Второй вариант – это юбилей долгожителя. Снимали Лыхнашта. И третий сняли вариант рекламы по сюжету. Профессор-этнограф
приехал в Абхазию изучать быт, нравы, культуру, значит, и по сюжету, значит, его сопровождает гид. Гидом оказалась я, почему-то кому-то в голову пришло снять меня в этом рекламном ролике, ну, потому что время поджимало, искать актрису уже не было времени, и кому-то в голову пришла такая идея, что можно, почему бы не снять меня. Я, честно говоря, долго сопротивлялась, но поняла, что это бесполезно, тем более режиссер сказал, что, ну, это такой запасной вариант, не переживай, все будет нормально. 세부트라고 말하는 백세의 할아버지와 60세 손자가 더불어 삶의 기쁨을. Кстати, был такой забавный случай. Одна пожилая женщина, абхазка в деревне, значит, режиссер видеороликов, он задал ей вопрос: как вы делаете закваску для мацони? Она говорит: ну у меня всегда, говорит, в запасе есть закваска для мацони. У меня есть коровы, я даю коров, там, грею молоко, остужаю до определенной температуры и делаю закваску. Он говорит: а предположим, вот у вас закончилась закваска, в следующий раз где вы ее берете? Она говорит: ну, я иду к соседке. Он говорит: ну, допустим, у соседки нет закваски. Она говорит: ну как, я могу пойти к другой соседке. Он говорит: в деревне нет закваски. Где вы берете закваску? И вот тут, вот, кстати, когда вот шли съемки, собиралась вся деревня, вот, и все, значит, задумались, а где же берется вообще закваска изначально? Там было много очень таких вариантов, гипотез. Кто-то даже, я запомнила, сказал, что срывается лист с дерева, с инжира, и вот это вот молочко, которое там образуется, да, на срезе, капается в молоко, и таким вот образом вот делается закваска. Не знаю, понятия не имею, не пробовала. Оказалось, что абхазцы и корейцы почти, так сказать, одинаковая культура. Единственное, что для нас было непривычно, для нас, но я все же городской, и Тимур, и Валера Кураскова тоже городские. Они заставляли нас в застолье: поднял тост, спой абхазскую песню. Ну, мы там авардын пару раз, они говорят: а что, другой нету? Мы стали им петь русские песни. Ой, мороз, мороз. Потому что, к сожалению, сами не очень-то знали. Вот. Это был очень интересный опыт, и человеческий, и так далее. Но самое интересное, что они не могли есть аджику, для них она была очень острая, а мы не могли есть их блюда, ну, которые пробовали, потому что они вроде острые, но на уксусной основе, а это немножко другая острота. И, в общем, очень знакомились вот так хорошо и очень сдружились, да? Они меня очень долгое время приглашали в Южную Корею, я все говорил: да, да, скоро, скоро, но потом война началась. Они поражены были вот и природой Абхазии, и все такое, и очень хотели начать строительство парочки заводов, одну ферму сделать, да, молочную, и одну там для производства кремов и так далее. Но я, как человек честный, говорил: у нас война будет скоро, да, потому что мой друг, покойный Хварцкий, Мушни, он все время говорил: пусть война будет, поверь мне. А я ему верил, да, и они с тех пор очень... переписка лет 10-15 у меня с ними продолжалась. Они мне, я помню, после войны все писали: мы там ставки делали, что вы выиграете, абхазы такие. В общем, удивительно интересные люди были, хорошие. Но, к сожалению, след потерян. Хотя мои друзья, которые улетали в Южную Корею, я им всем давал адреса там знаковых людей, с кем сдружились. Их встречали, они говорят: нас как королей встречали. Это называется, убитого есть рассеянный свет. Свет нашей дружбы, который был, он, значит, вот и освещал тех ребят, которые по моей просьбе приходили к ним, и, в общем, их действительно хорошо встречали. Но, к сожалению, мне так и не удалось уехать туда.
Корейско-абхазская реклама йогурта так и осталась бы лишь в памяти участников, но неделю назад Наира Амалыя на своей странице в Facebook опубликовала все 3 версии рекламного ролика. В одном из них Наира исполнила роль невесты. В комментариях многие пишут, что тоже участвовали в этих съемках и уже не надеялись увидеть результат. Асида Кварчелия тоже успела позабыть эту историю и была приятно удивлена. Вы знаете, честно говоря, я думала, что вот эти все события давно канули в лету, потому что, ну вот они отсняли материал, а режиссер сказал, что он обязательно нам пришлет какие-то материалы, ну потом случилась война, и, понятное дело, было не до рекламы. И вот сейчас, когда появились эти кадры, вот мне буквально на днях прислали, я была просто приятно поражена. Я думаю, очень многие узнали себя на этих кадрах, своих родных, близких. Наверное, уже многих нет в живых. 장수를 지니는 마음, 야쿠르트가 함께한다. 무비지역 신선한 맛과 영양, 수퍼백. 인생은 백세부트라고 말하는 Мужик, подожди, не прыгай. На, возьми кефир. Зачем? Дедушка его любил. Передашь им? Надежда Боровикова, Саид Агухава, Сосрыку Агухава, Абаза ТВ.